Последние годы в Хангаласском Улусе все больше взрослых и детей начали увлекаться одним из самых брутальных зимних видов спорта – хоккеем. И вот уже в центре Покровска по программе поддержки местных инициатив обустраивается открытый хоккейный корт. А покровчанин Иван Соболев так и вовсе сделал личный ледяной каток у себя во дворе, чтобы самому тренироваться и детей приобщать к хоккею. Но обо всем по порядку. Год назад в городе Покровске состоялось итоговое собрание в рамках программы поддержки местных инициатив, где жители выбирали 3 приоритетных проекта на 2020 год. Эти 3 проекта должны были далее пройти конкурсный отбор и получить софинансирование из бюджета республики на их реализацию. В итоге покровчане выбрали следующие проекты: строительство летнего водопровода в микрорайоне АБЗ, ремонт линии электропередач в микрорайоне Эргиз и строительство хоккейного корта. Последний проект получил максимальное количество голосов – 71. В апреле стало известно, что проект также прошел конкурсный отбор. В летний период выделили земельный участок, заказали стандартный специализированный корт в городе Казань, покрыли поле грунтом. По прибытию корта с Казани совместно с населением, хоккеистами, работниками мэрии города Покровск произвели монтаж, установку корта. Корт был размещен на улице Дачная, возле строящего спортивного комплекса зала борьбы. Но на данный момент работы продолжаются. Установили теплый балок, проводим освещение, электроосвещение. Сейчас нужно привести еще, очистить поле, и потом уже будет, конечно, начнем заливку. Полная стоимость проекта строительства хоккейного корта около 2 миллионов 100 тысяч рублей. Из них 1,5 миллиона рублей выделили из бюджета республики в рамках программы поддержки местных инициатив. 330 тысяч рублей софинансировала администрация Покровска. 49 тысяч рублей собрали хоккеисты и жители. 225 тысяч спонсировало производственное объединение «Якутцемент». Открытие хоккейного корта должно состояться в ближайшее время. Данное спортивное сооружение будет использоваться круглогодично. В зимний период это массовое катание, игра в хоккей. А в летний период при бетонировании и покрытии резиновой дорожкой можно использовать и мини-футбол, и как под волейбол, теннис, и других видах спорта. Конечно, хорошо бы, но я думаю, вообще в будущем на этом месте, чтобы стоял крытый хоккейный корт или ледовый дворец для населения, для общего катания, массового катания, игры в хоккей, вообще всем видам спорта. Немного отвлечемся и между делом узнаем больше о хоккейной сборной Хангаласского Улуса «Сокол» и ее успехах. Наша команда «Сокол» вообще была образована в 80-е, 90-е годы, где активно участвовали на всех спортивных хоккейных мероприятиях, проводимых в городе Якутске. В 2016 году приняли участие на первых зимних спортивных играх в Якутии по хоккею. Наша сборная состоит в основном из возраста 30, 40, 50 лет. Но наша сборная по хоккею «Сокол» тренируется на базе Якутцементника. Это спортивный комплекс в поселке Максоголох. В эти годы нам большую помощь оказал генеральный директор Якутцемента Мамедов Алиш Забитович по приобретению форменной одежды, доспехов хоккеистов. Членом сборной «Сокол» также является следующий герой нашего репортажа – Иван Соболев. Он не так часто ездит на соревнования вместе с командой, но также горячо любит этот зимний вид спорта, что даже соорудил домашний каток у себя во дворе. Помимо этого он увлекается видеосъемкой и создал свой канал на Ютубе, где разместил видео о технологии заливки домашнего катка. В репортаже будут использованы отрывки из этого видео. Друзья, рад вас приветствовать на новом видео. Сегодня речь пойдет
о домашнем катке, домашний лед во дворе. И я вот уже готов, экипировался. Здесь вот комната, тут вот тоже много всяких хоккейных штучек. Второй этаж. Итак, знакомьтесь, Иван Соболев – индивидуальный предприниматель, по образованию инженер по строительству автомобильных дорог и аэродромов. Глава многодетной семьи, у него 4 детей, дочка 11 лет и сыновья 9, 6 и 4 лет. Мы начали с семьей кататься где-то с 2016 года. Я, дети, и вначале чистил озеро, находили какие-то площадки. И пришла идея залить каток дома. Впервые ледяной каток у себя во дворе Иван попробовал залить в 2017 году. Тогда у него получилась площадка размером 3 на 3 метра. Нынче, набравшись опыта обустройством катка, он начал заниматься с осени. Выровнял под него площадку, отсыпал, установил деревянные бортики. Дело продвигается. Уже левая сторона сделана почти. И вот остается другая сторона. Затем установил фонари, чтобы зимой, потом, когда темнеет, уже в 5, в 6 уже темно, даже в 4 уже начинает темнеть, чтобы можно было кататься в вечернее время. Поэтому делаю такие мачты. Подготовительная часть работ была выполнена, и Иван принялся ждать снега. Напомним, первый снег в Покровске в этом году выпал 13 октября, причем выпал очень густо и позже не растаял. И начинаем укатку. Укатку основания, потом на нее уже будет заливаться вода. Снег не даст весной растаять раньше времени катку. Вот это белое основание будет его держать, чтобы солнце не так сильно нагревало. Поэтому вот надо хорошенько укатать, потом там вот вручную по бокам, лопатой, ногами, и уже можно будет приступать к заливке. Далее последовали пропитка снега и послойная заливка воды. Пошла мазута. Вот так вот пропитываем каток. Пропитываем. Не забыл Иван Соболев и о защитных сетках. О, есть испытание, прошло. Всего на заливку ушло 3-4 кубометра воды. Площадь катка составила около 200 квадратных метров. Гладкой поверхность катка Иван Соболев делает при помощи специальной машинки и теплой воды. Раз в 2 недели требуется 100-150 литров для заливки трещин, следов от коньков и сколов. Уход за катком на самом деле простой. Это его чистка своевременная. Ну и все в принципе. Тут вот есть освещение. Можно кататься в вечернее время. Мы катаемся всей семьей. Дети очень любят здесь кататься. Они в догонялки играют, в хоккей играем, какие-то элементы отрабатываем с клюшкой, с шайбой. И я катаюсь, практически все, даже наш дедушка катается. Очень любит с внуками погонять хоккей. Срок службы катка всю зиму вплоть до весны. Самая комфортная температура для катания на льду – минус 15, минус 20 градусов. Как раз нынче морозы припозднились, и Иван Соболев вместе с родными с удовольствием использует свой частный каток. А мне нравится, что мы тут играем в хоккей и катаемся на катке. Весной, когда температура приближается к плюсовым значениям, Иван счищает снег, частично убирает лед, чтобы талая вода быстрее впиталась в почву и не образовывался потоп.